900 квадратных метров плитки, 420 бордюров, установка декоративных прожекторов, новых плафонов и ламп освещения. Всю эту работу проводят сотрудники ТПП в Парке Свободы. Сейчас вдоль улицы Ардзамба на стадии завершения кладка 750 квадратных метров плитки и бордюров. Но работы могут остановиться. В парк уже вложено около 2 миллионов рублей. 750 тысяч было потрачено только на тротуарную плитку. Из них 340 тысяч – это помощь от предпринимателей. Оставшуюся сумму вложила торгово-промышленная палата Абхазии. Чтобы завершить все работы по парку, нам необходимо около 15 миллионов рублей. Мы проводили ряд акций, это телемосты, благотворительные концерты. Заработанные средства направляли на благоустройство этого парка. К сожалению, и там активность не очень высокая. Тем не менее, мы понимаем ответственность, которую мы за себя взяли как инициаторы, и будем завершать работу в соответствии с теми планами, которые мы наметили. Организаторы акции надеются на помощь неравнодушных жителей столицы, чтобы к 25-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии площадь Свободы выглядела достойно. Освещение нами сделано по фасадной части парка, сделано освещение. Кстати говоря, сделали освещение. Некоторые недобросовестные жители воруют фонари, забирают кабеля и так далее. Мы за этим следим и стараемся приводить его в порядок постоянно. Акция по восстановлению Парка Свободы и приданию ему достойного вида к 25-летию Победы уже 2 года. Первым этапом работы стала уборка всей территории парка. Мы регулярно проводим субботники, убираем, приводим в порядок, сделали освещение, скамейки. Одним словом, хотели показать пример, что можно шествовать над отдельными объектами в городе и приводить их в порядок без участия государства. К 25-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии планируется укладка плитки на дополнительных дорожках, на что требуется более 1 миллиона рублей. И, возможно, с помощью неравнодушных людей парковая зона рядом с площадью Свободы, включенная в список объектов историко-культурного наследия страны, заиграет новыми красками. Рената Шакай, Леон Адлиба, Абхазское телевидение.